Привет, ребята! Шикарная погода, март месяц, деревня, тишина, красота. В общем, сегодня суббота, ребят. Приехали с дочей в деревню к маме. Ну, сезон дров, ребята. Один возик мы уже приготовили. Вот второй возик уже начат. Потихоньку раскалываем и складываем дровяничок. Это у нас, как сказать, существенный порядок такой. Каждый год мы заготавливаем дрова, так как у нас печное отопление, и без этого нам не обойтись. Дрова именно надо заготавливать зимой, на следующий сезон, чтобы они высохли в дровяничке и было все в порядке. Также топим баню, соответственно. Ну, в общем, дрова, ребят, незаменимые вещи, чтобы существовать и жить, чтобы было тепло и уютно. Шикарная погода, морозы отошли, сейчас вроде минус 10, но на солнышке пригревает уже. Все идет своим чередом. Все занимаются своими делами. Хотели выехать порыбачить, но надо сначала сделать дела, а потом, ребята, заниматься рыбалками. Да и, в общем, не спешу никуда, так как на днях приедет Серега с Кирова. Мы, наверное, поедем на недельку в тайгу, постоим по налиму. Ну, а пока делаем дела. Тафала 600, ребята, стоит, отдыхает. Все хорошо, никаких поломок. Тьфу-тьфу-тьфу, я прям рад, что техника ходит исправно. Куплены дополнительные сани. В общем, ребята, все есть, чтобы спокойно рыбачить и заниматься любимым делом. С поднятием цен сейчас, возможно, этого не приобрести. Ну, я молю Богу, что все получилось до этого. И все есть, ребята, и лодочный мотор, и снегоход, и в целом все как бы есть. И палатки, и раскладушки. Все я купил, ребята, и в целом буду показывать в дальнейшем. Потому что есть кое-что еще новенького. Ну, а сегодня, ребят, такой влог. Поколем дровишек, наверное. Вот, возик какой-то. Ну, такой нехороший, мне так кажется. Потому что много гнилой осины, смотрю, привезли. Немножко березки. Ну, в общем, на дом мы используем, ребята, березу и осину. Такие смоляные деревья редко добавляем. Если только в перемешку. А так, в основном, если попадается, то делаем отдельную поленницу и топим баню. Ну, осина, ребята, вот именно это дерево прочищает. Ну, а береза дает хороший жар. Ну и, в общем, как-то так. Вот у нас небольшой дровяничок, куда мы складываем дрова. Ну вот, в общем, все готово к следующей зиме. В принципе, все отлично. Вот еще у нас есть сухие дрова. Это вот потапливаем, так как все-таки еще морозы стоят. Ну, в общем, дровяничок почти полный. И это радует, что зима следующая будет теплая у нас дома. В общем, поколем, ребята, а в обед приедет Лариса. Не знаю, может, покатаемся на снегоходе. Приехал с дочкой. Сегодня выходной. После работы Лариса приедет. Возможно, заведем мангал, казан. Что-нибудь приготовим пообедать. Короче, ребят, так проведем время. Так что давайте немножко поработаем. В общем, как говорится, надо. Весна, что ни на есть, ребята, вот март месяц, заготовка дров. Потому что утром хорошие морозы стоят, дрова по морозу очень хорошо колятся. Ну и солнышко пригревает, и как-то вообще шикарно. Прям тепло даже, скажем так. Так, ну сейчас приготовим место, так как сюда буду складывать. А потом потихоньку складывать дровяничок. Ну, в общем, как-то так. Используем колуны, самоделки. Вот такие. Не знаю, ему уже много-много лет. Уже не один лос он расколол. Потихоньку, помаленьку. Не спеша. Вот таким макарчиком будем колоть, ребята. Какие-то витая осина, немножко даже гниловатая. Колясик опять
привез немножко не то. Один воз привозит классный, второй воз привозит какой-то сброд есть. Ладно, погнали. Ну вот и отлично, ребята. Немножко размялся. Ну тут возле дома что, потихоньку коли, никуда не спешим. Вышел, пару часиков поработал. В общем, вот такую поленницу сделал. Дальше продолжаем. Ну и верхний ряд мама не может дотянуться. В общем, забил полностью верхний ряд под самую вот эту крышу. Вот так вот. Все, порядок. Здесь заложим. Здесь доложим, здесь еще место. Ну и на улице еще поленница будет. В общем, нормально. А сегодня хватит. Отлично. Сейчас поедем покатаемся с Кирой. Хочет покататься. Ну и потом что-нибудь приготовим. Не знаю, Лариса должна приехать. И что-нибудь сделаем. Да, бак пустой. Сейчас все заправим. Как раз нам хватит покататься. Вот это все? Ну, бак здесь 6,5 литра. Как раз, наверное, полный будет. Это бак? Вот это черный бак, да. Все, заводим, Доча? Да, давайте выйдешь, а потом я сяду. Ну да, да. Сейчас заведем, погреем сначала его. Что, поедем? Прокатимся. Папа, ты не сильно понравилось. Не, быстро не поедем.
Видишь, по снегу он везде ходит, видишь, дочь? Не надо никаких буранок. Он бежит просто. Куда захотел, туда и поехал. Видишь? А так если слезешь, вот так будет снега. Че, пойдем, купим хлеба. Не, голова кружится. Голова кружится. Ну да, с ветерком покатали. Купили хлеба. Ну все, ждем маму. Мама должна приехать скоро. Да. Пойдем делать казан. Разжигать костер, мангал. Что-то вкусненького приготовим. А я бабушку накрашу. А, ты бабушку накрасишь? Поехали. Что, казанем? А вот так вот. Красота, да? Поставь вот здесь. Что в сумке? А, пустая еще, ничего не знаю, что туда положить. Что-нибудь да будем ложить. На камеру можно положить. Ну да, что угодно. Документы, что-то еще, ключи какие-нибудь. Документы вот этой машины. Да, на, держи. Хлеб. Пойдем. Пойдем домой. Так, ну что, ставим мангальчик, точнее казанчик, 8-литровый наш. Опа. Вот так вот. Все, пускай греется. Долго нагревается, плюс мороз еще небольшой стоит, так что вот так вот пускай греется. В общем, ребята, Юрина подлетела, приехала, сейчас будет кормить. Че, поздоровайся. Здравствуйте. Короче, ребят, картошки мы тут начистили, немножко лука. В общем, мясо, что там, по-деревенски какая-нибудь картошка получится у нас. Лучок, морковка. Погода позволяет. Что-то в районе 2 градусов минуса. В общем, на улице можно уже начинать готовить. Казан прогрелся. Ну, в общем, сейчас
Сейчас что-нибудь приготовим, покушаем. Вот так вот. Мелко не буду делать. Нож, конечно, ты мне дал. Атасный. Запашок стоит. Шикарный. Андрей сказал, что вкусная соль. Вкусная, да? Так, смотри, помыли. О, пошел запах, ребята. Перчик? Да. Давай. Не отходи от кассы. О, красота. С дымком, ребята. Понимаю, обед. Как обед будет сегодня у нас. Добротный. На запах пришла. На запах дочь идет, да? Смотри, какая дочь вкусняха. О, картоха с мясом. Будем обедать. Давай дрова складывай. Трава мурава. Да, Полынь, крапива. это завершающий. Персики, слива. В этом году будем сажать, Лариса Юрьевна. Что? Всего разного и по многу. Да ладно. В этом году придется, Кто-то кролей еще хотел завести. придется и кроликов заводить. На кролей-то будет время? Не знаю, посмотрим.
С голоду не помрут они у нас. Главное, нам с голоду не помнить. Вот это шурпа. Так, шурпа. Шурпа. Отлично. В принципе, ребят, что тут у нас? Полчасика и все готово. Семейный обед готов на природе. А вкус? В принципе, эту печку заказала Лариса. Мне очень нравится. 8 литров, ребят, казан. Ну, на бригаду 5-6 человек Ага, посмотри. можно приготовить. Ага, вкуснота. Печка и казан, все казаны. Компания. Ссылочка есть у нас, если что, оставим, ребята. Ну вот, многие писали, что труба нужна. Вот с трубой бы было повеселее, но мы именно взяли самую маленькую, чтобы это был походный вариант. Ножки съемные, казан и печка отдельно. И все, Ларис, да? Угу. Мы еще и не брали в походы. Будем брать сейчас скоро. Угу. Весной, ребята, сейчас солнышко будет греть. Грузим полный тафалар. Для двоих это много. Для двоих это много, конечно. Если с компанией поедем. Ну, естественно, я и так и говорю. Грузим 2 саней, полный кофр, модуль и вперед в тайгу. Ну, вот так, чтобы понимали, вот речка 300 метров, ребята, здесь. Просто завел, погнал. Все, ребята, идем обедать. Конечно, охота бы было в беседочке все это сделать, но холодно все равно. Вот наше жаркое. Сейчас сядем с семьей маленькой нашей и пообедаем. Так, друзья, ну что у нас? Семейный обед. Ну вот так мы немножко сегодня пообедаем. Че, как на вкус, Ларис? Очень вкусно. Доча? Лена Сергеевна не пробовала еще? Нет, еще не пробовала вообще. Ладно, что, мам, давай. Ну давайте. За что? За выходной? За выходной, да? Да? За все хорошее. Я трезвый водитель. Да, верно. Чтобы не было сразу вопросов. Да, мы с мамой по 5 капель. Угу. Всего приятного, ребята, всем. Чтобы на столе всегда было что-то поесть. Всем привет, ребята. Ну вот я и дома. Поездка в Рыбинск состоялась, и все прошло просто на уровне. Я влюбился, ребят, в рыбалку. Колоссальная, конечно, разница по сравнению с нашей рыбалкой и с их рыбалкой. Ну, вообще бешено, ребята. Да, за эти 3 похода, то, что я там был, пройдено в районе 50 километров в целом. Ну, она того стоила, ребята. Последний день был, и мы просто физически, ребят, не могли встать уже. Просто надо было отсыпаться, и поезд, в общем, я домой. Немножко, конечно, погулял, походил по городу. Спасибо Сане, спасибо ребятам, которые встретили, приняли меня. В общем, ребята, все было четко. Но я уже дома, ребята, и в целом сейчас просто смотрю на эти фрагменты, монтирую видео и вспоминаю, что
Россия, мать, она очень велика, ребята, и столько мест, где можно еще побывать, это просто колоссально. Ну, я Рыбинску сказал, что я, и Саня сказал, и Саня мне сказал: Андрюха, приезжай летом, будет намного круче. Приезду, ребята, на поезде прибыл в город Сыктывкар, и уже поспела посылка, крупная посылка, ребята. Заказал я много всяких рыбацких ништяков, и сегодня вот хочу именно вам показать. Я, ребят, стремлюсь и готовлюсь именно заниматься вот такими делами, и я уже много раз говорил на канале, ребята, что я хочу со временем приобрести много кемпингских вещей, и хочу заниматься вот таким моментом, чтобы люди ко мне приезжали, и мы выезжали компанией на 3-4 дня, в общем, стоять в любом месте по рыбалке. Я еще пока это особо не афишировал, но мне очень много пишут: и, Андрюха, есть варианты к тебе приехать порыбачить, есть варианты к тебе приехать пожить в палатке там, ну, в общем. И чтобы все это было на высоте, я потихоньку, ребята, приобретаю вещи. Понятно, что это все недешево, ну и, в общем, есть какие-то моменты сейчас в дальнейшем, что тяжело будет вообще, наверное, что-то покупать. Ну, сами понимаете, с нашей сейчас ситуацией. Ну, товар уже здесь, ребята, я его привез. Давайте вместе распакуем. Сам уже хочу посмотреть, что да как и почем. В общем, друзья, две коробки рыбацких ништяков. Сразу захожу вперед. Взял, ребят, третью палатку. Ну, в данный момент у меня будет третья палатка Куб. И, в общем, компанию Хигаши. Палатка от Хигаши. И здесь вообще я даже, ребят, сам не помню, что, как, что там заказывали. В общем, мы списался с Александром, менеджер. Вот такой мужик, парень. Все накидал мне быстренько, мы с ним растолковали. В общем, куча ништяков, ребята. Давайте распаковывать, смотреть. Я уже не помню, здесь точно палатка. Ну, палатку, естественно, здесь не буду раскрывать. Ну, начнем с маленькой коробки. Вот с такой. Это товар, ребят, не для магазина. Это товар реально я брал для себя. Ба-бам! Вот такие, ребята, удильники. Смотрите. Я здесь брал с запасом именно для того, чтобы разыграть, ребята, товары именно для вас. В общем, смотрите, разных цветов. Вот такие удильнички. Очень легенькие. Ну и в целом хочу, повторюсь, заняться рыбалкой, чтобы люди ко мне приезжали
И чтобы у меня были хорошие качественные снасти. Давайте распечатаем и посмотрим одну удочку хотя бы. Вот, смотрите, ребят, такая легенькая блеснилочка. Прикольно. Так. Ну, в общем, эту коробку, в принципе, можно оттащить туда за стол. И так, ребят, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 удильничков. Ну, пару удильников, наверное, разыграем, ребята. Сделаем конкурс. Ну, а так, в общем, простые удильнички. Ну, классно, классно, отлично. 8 штучек. Я говорю, ребята, уже давно это все было, я уже сам не помню. Так, идем дальше. Перчаточки, ребята. Вот такие перчи рыболовные. Вот они. Тоже, ребята, от компании Хьюгаши. Не знаю, как вам такие перчи. Я вот всю дорогу, ребята, вообще не могу что-то делать в перчатках. Снимаю даже в лютый минус. И, конечно, пальцы страдают, но, в общем, вот такие перчи, не знаю, буду я их носить, не буду. Ну, в общем, разберемся. Если нет, то Лариса Юрьевна или кому-нибудь. Ну, в общем, в ход пойдут они. Перчаточки, ребята. Шопинг был великолепный просто. Ба-бам. Шапка, ребята. Шапка от Хьюгаши. Вот такая шапа на флисе. Смотрите, какая моднявая. Ну, в общем, посмотрим, как она будет на моей морде лица, так скажем. Но в целом есть еще шапочка у нас. Так. Идем дальше, ребят. Вот что самое необходимое, что я хотел себе приобрести, это крутые рукавицы. Крутые рукавицы, ребята. Смотрите. От компании Хьюгаши. Это вот именно для снегохода, для бурана. Вот они. Смотрите, какие четкие. Ну, просто пушка. Совсем недавно, вот буквально на днях я ехал. На мотособаке было минус 30. И резинка, соответственно, костюма вот только до сюда. И рукавица была вот именно до сюда. И вот этот пробел, он был открытый. И здесь у меня была цепочка серебряная. И смотрите, что стало, ребят, с рукой. Я просто домой приехал и даже не чувствовал. А у меня обморожение. Крутые перчатки, крутые рукавицы. Ну, просто круто. Смотрите, ребята. Да, вот эта вещь прям крутая. Давно мечтал, давно хотел. Наконец-то у меня появилась. Так, идем дальше. Еще один удильничек. Вот такой, смотрите, ребята. Вот такая удилочка. Здесь на матовом леску. Она телескопическая, соответственно, влезет в любой ящичек. Крутая удилка. Смотрите, ребят. Пушка просто. Да, в дальнейшем все это будем разбираться. Сейчас просто вскрываем, а в целом потом дальше будем, ребята, рассматривать поближе, что да как и почему. Вот такой чехольчик. Вторая удилка, точно такая же. Точно такая же, ребят, смотрите. Возможно, мы ее тоже разыграем на канале. Ну, в дальнейшем все это будем рассматривать. В целом,
Крутая вот девочка. Я в этом году именно начал заниматься. Сезон открывал по блесне на окуне. Мне так понравилось. Кто смотрел видео, ребят, помните, да? Она у меня всегда лежала в ящике, там подарок от Сереги. Он занимается плотно этим, а я вот в общем никак. И в этом году прям влюбился в блесну, в безмотылку. И хочу именно продолжать вот этот момент. И следующий сезон я займусь этим плотно. Две удилочки еще, ребят. Бабам! Что-то прям вообще мощное. Прям лютая удилка. Смотрите, вот в такой коробке. Блин, давайте откроем. Вот это прям мощная коробка. Здесь тоже, ребят, удилка, я так понимаю. Но она прям тут жесткая. Да, смотрите, друзья. Сейчас распечатаем. Вот такая, ребят, удилочка, смотрите. Ну, здесь совсем все по-другому. Здесь даже, смотрите, ребят, кивочек идет. Офигенно, офигенно. Очень удобно. Круто, круто. Ну, вот на сайте смотришь, совсем реально не понимаешь. Ну, видно, что тут написано граммы, все дела. Ну, круто сделано. Смотрите, ребят, своим кивком. Вот здесь такие резиночки под катушку. И крутая рукоятка, очень удобная. Да, супер. Папа, наконец-то, ребят, наконец-то хорошая шумовка. Вот эти маленькие шумовки, они просто мне надоели. Так, давайте распечатаем тогда, наверное, да? Вот это уже крутая шумовочка. Еще она и телескопическая, оказывается. Нифига. Вот такая шумовка, ребята. Ну, как раз под 130-ю. Вообще будет круто. Вообще, в огонь. Только не знаю, зачем, чтобы можно стоя, что ли, было. Ну, в принципе, даже этот телескоп не нужен. Можно убирать вот именно так. Ну, такая, да, здоровая. Но если занимаешься жерлицами, как я, допустим, то что ни на есть. Супер. Так, еще ништячок один. Так, идем дальше, ребята. В общем, вторая, точно такая же шумовка. Возможно, будем разыгрывать в дальнейшем. Маленькая коробочка. Все так в чехольчиках, ребят, круто. Смотрите, какая ляля. Еще и с фрикционом. Вы понял? Это вот как раз, ребят, пойдет вот именно под эту удочку. Вот именно под эту удочку. В общем, тут даже есть фрикцион. Да. Шикарно. Вот он настраивается. Потуже, послабже. Смотрите, какая ляля, ребята. Крутая катуха. Вот здесь стоит тормоз. Да. Круто. С фрикционом вообще огонь. Да. Ну, хорошие вещи. Прям, не знаю, приятно держать в руках. Смотрите, в чехольчике. Все как есть. Вот такая катушечка. Быстро просто, ребят, сегодня распаковочка. В дальнейшем потом я буду все показывать. Ну, потому что все буду ставить на ход. Так. Ну, в общем, и все. И ихний фирменный кан. У меня он такой был, помните, ребята, и сейчас до сих пор есть.
Сумка Кан. Вот такая вещь. С лопастями. И с боковым карманом. Ну, здесь, соответственно, еще есть и ремешок. Раз. Два. Классная вещь. Это вот именно по рыбалке на харюза. Ты его одел, рыбу поймал, вот просто ложишь, получается. Здесь же кармашек под какие-то крючки. Вот здесь еще сделали они, не знаю, ну можно удочку, сачок, наверное, небольшой. Вот именно для ходовой рыбалки. Уже в камуфляжном цвете. Вот эта ведерко, она просто достается, моется, а это просто сумочка. Она у меня до сих пор живая, серебристая, ребят, многие видели, да? Я его сейчас использую как комплект желез, сюда ложу, как сумку просто. Ну, в общем, вот такие ништяки. Круто. Вообще круто. Новая она есть, новая, ребята. Тем более вот такие вещи, ну, в магазинах редко где купишь. Я не знаю, у нас именно, а вот прям радуется. Кан. Крутая катушка. Два таких удильничка. Один будем разыгрывать, наверное. Ну, удильники, ребят, вообще сумасшедшие. Вы видели, да? Просто ляльки. Тут уже без катушки. Намотка идет таким образом. Очень легенькие. И самое главное, что они телескопические. В таких чехольчиках. Два удильника. Супер удочка, ребят, не знаю под что, но она вообще крутая. Вот такого макара. 8 вот таких простых удильников. 2 шумовки. Одну, наверное, тоже будем разыгрывать. Ну и немножко шопинга, ребята. Это вот крутые перчи для снегохода, для бурана, для мотособаки. Просто огонь. Я давно мечтал о таких. Я понимаю, что они стоят денег, но в них прям реально круто. Шапка от Хьюгаши фирменная. И вот такие легенькие перчи. Это вообще под любую рыбалку. Даже, не знаю, осенью, весной. Ну, посмотрим. Вот такие ништячочки идут на вооружение. Так, ну и в целом, ребят, давайте еще одну коробку распакуем. Там будущий домик. Так. Бабам! Ребятки, это палатка. Палатка Куб 330 на 330 в камуфляже, ребята. Вы знаете, что я люблю камуфляж, обожаю. Еще одна палаточка именно в камуфляже. Не какая-то бело-черная, синяя, голубая, красная, а в камуфляже. Ну, здесь я не буду ее распаковывать. Мы поедем отдельно, ребята, ее поставим на лед и посмотрим. Вот такая лялька. Я очень доволен. Ну что, друзья, вот такие ништяки для рыбалки. Что-то повторно. Ну, Александр, менеджер, с кем я списывался, он сам лично мне предложил: Андрюха, вторые удильники я тебе ложу так бонусом, разыграй на канале, покажи. И в общем, эти удильники мы, наверное, ребята, разыграем вот именно на канале. Сделаем какой-то конкурс, ну, возможно, в будущем что-то придумаем. Ну а так, в целом, вещи классные, качественные. И я просто доволен, ребят, приобретением вот этой палатки Куб. В целом она в камуфляже. Я изначально, когда у меня появилась первая палатка, я именно искал камуфляж.
И здесь вот именно куб в камуфляже, ребят, это будет круто. Вообще круто. Ну, по палатке немного отдельно. Все ссылки, ребят, оставлю в описании на весь товар. Смотрите, заходите, есть куча всего разных товаров. Хотя я даже особо сам не знал, что ребята занимаются, помимо там палаток, у них есть вот всяких крутых ништяков. В общем, ребята, всю информацию оставляю в описании. Смотрите, заходите. Вещи качественные и недорогие, самое главное. Ну, в общем, как-то так, ребят. Спасибо за просмотр. Ведет потихоньку накопление всех ништяков. И еще раз повторюсь, ребята, задумываясь заняться такой рыбалкой по приглашению. В общем, что на это скажете, пишите. Летом, возможно, начну делать первые рыбалки с гостями. Крепкого здоровья, никогда не болеем, ребят. Ну и всего самого хорошего. Пока.